На ледовой переправе между местечком Алешино и поселком Ситкыркыч появился автобус. Не рейсовый, его назначение совсем непривычное. Служит он для обогрева местных жителей, пока те стоят на берегу в ожидании катера или общественного транспорта. Зайти и погреться внутрь может любой желающий. И надо сказать, что очень быстро такой дом на колесах стал востребованным. За рекой проживают почти 2000 человек, и большинство из них каждый день вынуждены добираться на работу в Сыктывкар. На месте побывала Анастасия Тюрнина. Этот автобус приезжает на переправу рано утром. Именно тогда здесь собирается больше всего народу. Жители поселков едут на работу в Сыктывкар. А стоять на холоде и ветру в ожидании рейсового автобуса им порой приходится немало времени. Сегодня приезжаю, где-то минут 27 я приехал, народу человек 50 стоят вокруг этого. И сегодня решили поставить сюда. Задача такая, что утром людей спасти, они рано переезжают оттуда. Впрочем, пассажиры неподвижного авто есть и днем. Жители столичных поселков на остановку рейсового автобуса стараются приходить пораньше, чтобы его не упустить. Ведь ходит общественный транспорт по этому направлению нечасто. Тепло, сидеть можно. На тех лавочках, они же холодные. От самого Алешина до Ситкыркыча и обратно перевозка бесплатная на катере с воздушной подушкой. Однако строгого расписания нет, а потому, как долго придется стоять на берегу, ожидая водный транспорт, опять не угадаешь. Погода-то разная бывает. Это вот сегодня ветра нет, а вот на днях же было дня 4 подряд ветрено очень. Поэтому, я думаю, это хорошо сделали. На берегу выставлены пост спасателей. Они занимаются разведкой льда для настила мостков. А еще внимательно следят, чтобы население не перемещалось по неокрепшему льду. В случае необходимости всегда готовы прийти на помощь. Спасатели занимаются доставкой продуктов питания. У нас разработан график. Мы по этому графику с предпринимателями, которые обеспечивают продуктами питания Трехозерку и Ситкыркыч, а также сейчас даже еще и Озел, фактически, потому что он находится не на нашей территории, но однако же нам приходится помогать для того, чтобы население не почувствовало отсутствие продуктов питания. Медикаменты перевозятся в ФАП, и по мере необходимости в случае поиска и спасения людей перевозятся спасательные службы. Это и полиция, и пожарная охрана, и так далее. Автобус ожидания, именно так его прозвали, Сыктывкарской администрации было решено поставить впервые. С заботой о жителях заречных поселков. И греться там можно будет на протяжении всей зимы, а особенно в лютые морозы. Анастасия Тюрнина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.